верили, что все позади, что можно жить спокойно, все. Затем последовало дело врачей. В 1955 году были переименованы улицы Еврейская, переулок Крымчарский. Как результат, среди новорожденных 1966 года, 1965 года нет ни одного еврейского имени. Ну, естественно, нет ни одного татарского. Его не было и в 1946. При росте общих численности родившихся число имен снизилось сразу на 25%. Страна в этот период переживала оттепель. Но, как вы наглядно видите, на ономастике Крыма она никак не отразилась. Люди предпочитали не высовываться, быть как все. Началась перестройка. Число имен растет стремительно. 165% рост у мальчиков и 160% у девочек. 2006 год. В среднем 280 имен. По мальчикам рост 315%, по девочкам 228%. 216 год. В среднем 370 имен. По-прежнему рост. У мальчиков 128%, у девочек 130%. Отдельно за этот год можно выделить крымско-татарские имена. Как видите, они составляют порядка 20%. Я хочу прерваться и поблагодарить присутствующую здесь Викторию Ивановну Головченко, которая любезно предоставила всю необходимую информацию за 2006 и 2016 год в электронной версии. Это было сделано на запрос депутата Бальбека. И они четко, оперативно отреагировали. Следующий кадр. Теперь мы видим число имен. В 1946 году, в 1965-м, 1986, то есть период отсутствия на полуострове крымских татар, число родившихся на одно имя росло. Выше показатель 34 новорожденных, получивших одно и то же имя. С возвращением крымских татар уже 9 родившихся на одно имя у мальчиков и 7-8 у девочек. Это в целом по всем жителям. Среди самих крымских татар показатели вовсе уникальны. 3 человека всего на одно имя. Тенденция такая, что следующее будет 2 человека на одно имя. А потом не надо давать индивидуального кода. У каждого будет свое неповторимое имя. Не чудно. С чем это связано? Следующий кадр. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного сравнить. Среди русских имен, как правило, вне зависимости от происхождения, базовые имена не имеют производных. Греческое Петр, тюркское Назар, иудейское Илья. Другое дело с родными славянскими именами. Включите следующий кадр. Помощники мои. Ага, вот, видите, если мы возьмем за апеллятив Слав, то Вячеслав, Ростислав, Святослав, Ярослав. В ту сторону Славорос, Слабутич. То есть, если бы мы оставались в своей родной славянской стихии, то производные были бы. Но это исключение. 1-2 таких. А что произошло у крымских татар? Прокрутите следующий кадр. Вот опять вставим в инфинитив, в апеллятив любое имя. И на него нарастают Абдуль-Вааб, Абува, Аджи, Куртлава и так далее, и так далее. То есть объективно каждое крымско-татарское имя имеет 6, 7, 5 производных. То есть уже Богом заложено, что крымско-татарских имен раз в 5 больше, чем славянских. Происхождение и роль вокативов совершенно разные. Абдуль, Аби, Абу, Эбу пришли в Крым вместе с исламом. Если первые 2 означают раб Аллаха, естественно, в переносном смысле, а далее уже следовало какое-либо арабское собственное слово, то Абу и Эбу это одно и то же, но Эбу более позднее приспособлено под тюркскую речь. Означают они отец. В дальнейшем все эти вокативы потеряли какой-либо конкретный смысл, и правильнее было бы их вообще не переводить. Вокатив хаджи и производный от него аджи свидетельство того, что человек, носящий это имя, совершил хадж, побывал в Мекке. Но это, как бы сказать, награда, а не аванс. Более интересен для нас вокатив курт. Приняв ислам, предки крымских татар стали получать арабские имена, но для подстраховки притворяли их именем тюркского тотема Волга. Вот почему так много подобных имен. Я провел сравнительный анализ крымско-татарских и горно-алтайских имен. Ну, Горно-Алтай – это прародина тюркских народов. Выяснилось очень много общего, особенно с караимскими фамилиями. Караимские фамилии – это горно-алтайские имена.
но примечательно, что Волк еще не в почете. Если его культ возник только после того, как большая часть фродюра ушла из Алтайских гор в степь. Вот там уже Волк о себе заявил. Вот тогда и стали появляться имена Ашин, Барю, Хашхыр и, наконец, самая массовая Кут, которая стала предварять едва ли не любое новое, первоначально чуждое имя. Все связанное с вокативами – это объективные причины большого числа крымско-татарских имен. Многие новые имена появились в результате халатности, некомпетентности, предвзятости чиновников, русских, узбекских, советских. Но есть и субъективные причины. Это безграничное, неограниченное ни законом, ни здравым смыслом имя творчества родителей. Выскажу собственное суждение, но в настоящее время мы переживаем спад национального самосознания крымских татар и возросший интерес к исламу. Если 20 лет назад на вечный вопрос «Кем сен? Кто ты?» был гордый, с неким даже вызовом ответ «Я крымский татарин», то сейчас все чаще «Я мусульманин». Все это сказывается и на именах новорожденных, где получила новый импульс вытеснения самобытных крымско-татарских имен классическими арабскими в каноническом написании. Прокрутить следующий кадр. Как мы выяснили в общих чертах ситуацию и поняли, кто виноват, а виновных-то, в общем-то, и нет, возникает вопрос, что делать. Что там за книга Бальбек Поляков? На очереди. В справочнике имен народов СССР, изданном под редакцией Суперанской, было представлено 633 мужских и 309 женских крымско-татарских имен. В процессе работы над справочником мы выписали все имена из ревизской сказки 1811 года, ревизской сказки 1835 года, переписи населения 1896 года, списки жителей крымских сел 21 года, имена 1209 крымских татар-партизан. Эта книга там представлена вот, в третьем ряду, в центре издана в Германии. В Крыму пока только 5 экземпляров, где поименно названы все крымские татары. Общее число имен составило, не падайте в обморок, 5000. Да, первоначально мы даже намеревались их опубликовать все для сравнительного анализа, но нам посоветовали, не надо, только запутаете людей. Весь этот массив данных нуждается в анализе. Очень интересно, прежде всего по горизонтали, потому что имена Керчи, Карасу-Базары, Евпатории совершенно разные. Причем в Карасу-Базаре прослеживаются переходные. И так, и так. Там только Фатьма, тут Патьма, в перемешку с Фатьмой, в Евпатории уже совершенно пошло другое. Г переходит в К и так далее. Интересно по вертикали. От 1811 года, 835, 1896. Если вначале был Ибрагим, то потом уже Ибраим. Если вначале была Хава, то потом уже Ава. И это сплошь и рядом. Но были и общие крымские имена, одинаковые везде. Немного, но они есть. Сразу так, посоветовавшись с мудрыми людьми, не буду их называть пока поименно, они будут уже отражены в нашей благодарности, мы решили в данную работу весь этот массив не включать, анализ не вставлять, ограничиться только включением в справочник рекомендуемых имен. Сразу поясню значение этого термина и успокою собравшихся. Не волнуйтесь, праздник непослушания в сфере наречения новорожденных продолжается. Каждый человек, вне зависимости от того, русский или крымский татарин, по-прежнему вправе давать своему ребенку самое невероятное имя. Роль справочника будет заключаться лишь в том, что если предложенное имя не окажется в настоящем справочнике, то необходимо заявление 2 родителей, а не 1, и все. Поэтому можно чудить, творить, называть ребенка как хочешь и дальше, а вежливые работники ЗАГСа будут молча страдать и выписывать все, что хотите. Сережа хотите, будет Сережа. Хотите, чтобы был в честь деревни, где жил когда-то ваш дедушка, называйте в честь этой деревни. Это ваше святое право, никто не покушается. Но уже появился указ президента России Путина, которого, видимо, все же достали эти муки творчества. И он запретил указом называть Петр I, Николай II, князь, граф,
барон. Ну, нам теперь осталось понять, это распространяется на ханов, беков. Мы этот вопрос тоже выносим на обсуждение. Лично мы пришли к выводу, что, скажем, если Амедхан слитно, то это не значит хан, это мемориальное имя. Но если отдельно хан добавляем, то это уже будет подпадать под указ президента. И имя Султание это не подходит. Это наше родное татарское имя, которое мы будем рекомендовать оставить, потому что это и у караимов полно Султания было, и у крымских татар это не рассматривается как должность. Справочник будет выглядеть следующим образом. Прокрутите дальше. Вот мужские имена. Вот пример. Имя, отчество. Мы сразу даем отчество, потому что некоторые имена настолько отчества будут сложные, чтобы родители понимали, какую гадость они готовят не только сыну, но и внуку, когда выбирают имя. Ну и будет вероятная этимология. Мы первоначально делали со ссылкой, кто как считает, потом отказались, даем просто с какого языка. Все это спорно, я показываю приблизительно, как это будет. Дальше. Женские имена. При выборе имен мы руководствовались следующими принципами. Вот тут прошу отнестись внимательно. Первое. Сохранить все дошедшие до настоящего времени доисламские тюркские имена. Они все в этот список вставлены, и мы говорим родителям, пожалуйста, вот имя наших предков, хотите, выбирайте. Мы никого не неволим, но вы знаете. Второе. Включить имена всех до одного крымских ханов в том варианте написания, в котором они были в то время. Как они писались, и мы. Хотя это вступит в противоречие с дальнейшими нашими посылами. Третье. Имена пророков и посланников, приемлемых для суннитов, но по согласованию с муфтиятами. Четвертое. Мы сознательно отказались от имен свакативов хаджи, аджи, так как эту приставку надо заслужить. И если человек сходил в Мекку, пусть идет в ЗАГС, меняет себе имя, если хочет, это его проблема. Но новорожденному давать, что он был в Мекке, это как-то за нами. Пятое. Отказались от имен, которые когда-либо являлись лагавами. Поясняю моим братьям-славянам, что такое лагав. Это клички. Прозвище. Прозвища. В основном они сохранились в фамилиях. Но фамилия это от нас не зависит. Это то, что нам досталось по наследству. Большинство лагапов, вот этих, которые были в именах, это профессии. Дюльгер, Челингир, Чоба, Эбанай и так далее. Но вам поясню, что слесарь, столяр, пастух, повильная бабка. Ну что, давать детям такие имена. Если уж по фамилии досталось, что делать? А так это нельзя. Ну, я уже говорил об указе президента, которым запрещены имена, титулы, граф, князь, барон. В соответствии с этим исключили хан, бек, мурза, челеби. Челеби – это духовное звание. Тоже оно было отдельно, но всегда присутствовало. Выносить его в отдельное имя – это неграмотно, на наш взгляд. Четвертое. Все остальные рекомендованные имена – это те, которые доказали свое право на жизнь. При этом мы старались максимально избежать повторов, убрать имена ловушки. Тем не менее, у нас много сомнений, которые мы высказали в предварительном проекте нашего решения, который, напомню, будет носить для авторов тоже рекомендательный характер, так как вы знаете, что ничто никогда не решалось большинством голосов, особенно в науке. Ну, разве что отправить на костер инакомыслящих или нет. Включите следующий. Вот. В начале имени, вернее, назад. Вот начинаются Амир или Эмир. Мы остановились на Эмир. Будем рады выслушать мнение. Галиль или Халил, понятно. Катидже, Хатидже. Кайбула, Хайбула. Кульсум, Гульсум. Омер, Умер. Фатимир, Фатимир. Рекомендуемый вам понятно. Следующий. Чередование согласных. Зейнеб, Зейнеб. Неоднозначно наше мнение. Мы склоняемся в сторону смягчения. Зелика, Зелиха. Ратипе, Ратипе. Лебеде, Лебезе. Лиясе,
не я сделал. Вот письменно помечайте себе, будете нам предлагать, будем обсуждать вместе дальше. Сокращение. Ну тут понятно. Англия, правильно Нике, Ляра, Ибрам, Минли, Седали, Фатма. Мы сторонники полного варианта. Но есть уже здесь проблемы. Вы знаете, имя Смаил. Весь 19 век Смаил, только Смаил. Среди крымских партизан сражалось порядка 40 Смаилов. Весь 20 век идет Исмаил. И я думаю, это связано с ростом влияния Исмаила Гаспринского, в честь которого стали называть. Поэтому мы будем предлагать сохранить крымско-татарское Смаил и сохранить мемориальное Исмаил, потому что оно восходит к конкретному человеку. Дальше. Сдвоенные согласные. Вот мне даже очень интересно мнение ЗАГСа. Как им выгоднее двое буквы, одна. Потому что это все время порождает ошибку. Аула или ала. Ула, мы как-то пришли к выводу, что все же правильно давать двойное. И зет бывает. Иса все же через одну. Апас через две. Энан через две. Одну зет. Вот наше предложение. Вы выскажите свое мнение. И последнее. Мы бы хотели четко разделить мужские и женские крымско-татарские имена. Достигнуть это можно за счет того, что к апеллятиву неизменяемая часть имени в женских будет добавляться окончание «е». Севиль – это мужское имя, Севиле – женское. Соответственно, Фатиме, Айше и так далее. Хоть прийти к какой-то стандартизации. Потому что в документах читаешь и не можешь понять, о ком идет речь, о мужчине или женщине. Совершенно ни имя, ни фамилия ничего не показывает. Мы просим вас на данном круглом столе не вступать в полемику по поводу версии значения тех или иных имен. Сейчас мы просто ограничены во времени, и это, возможно, будет темой отдельных кругов. Сахар Лундыс, депутат не отвечен. Спасибо за внимание. Киричек.